Всероссийский фестиваль бейсджампинга в Горной Ингушетии продолжается. Экстремалы из ряда регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья покоряют небесные просторы Северного Кавказа. В первые дни фестиваля последовательно были совершены прыжки с Цейлама и Столовой горы. Предлагаем вашему вниманию самые яркие моменты тех дней. В очередной день фестиваля бейсджамперы решили покорить гору под названием Ний. Так ее назвали гости в честь башенного поселения, раскинувшегося у подножия горы. Величественные древние боевые башни ингушей вызывают восхищение у многих и являются предметом гордости для наших земляков. Но одно дело смотреть на этих каменных исполинов снизу вверх, и совсем другое – парить над башнями, как птица. У участников фестиваля это получилось в полной мере. Одними из первых прыжки совершили бейсджамперы из Италии. Описать это зрелище невозможно, нужно просто посмотреть.
Прыжок получился просто отличным. Это мое первое пребывание в горах Ингушетии. Не скажу, что не боялся прыгать, потому что было очень высоко. Но ты паришь как птица, и это самое приятное. Мне очень понравилось. Подъем к точке прыжка, или как его называют бейсджамперы экзиту, порой очень сложен, но ощущение полета между скалами в небе Ингушетии – это ни с чем не сравнимое чувство. У Николая Воропаева сегодняшний прыжок в горах Ингушетии далеко не первый. Волнения нет, признается Николай. На своей родине, в своей стране, в окружении таких пейзажей хочется как можно дольше парить. Что, собственно, Николай и сделал. Предлагаем вашему вниманию полет бейсджампера. Эмоции, очень доволен своим полетом. Я прыгал с этой точки 4 года назад, в 2015 году. Тогда пролетел хуже, еще был менее опытный, хуже летал. А сейчас пролетел ту линию, которую еще присмотрел в тот раз, но не смог пролететь, потому что недостаточно хорошо летал. А сейчас я пролетел, там приметил все елочки, где растут, как точки, ориентиры, и пролетел около них, вот так, как прям хотел. Так что очень доволен. Отличное настроение с утра, бодрый подъем, вот 3,5 часа. И прыжок 3,5 часа вверх, и там где-то 1 минуту вниз. Когда ходишь в горы, становишься здоровым, бодрым, в тонусе. Очень хорошо сказывается, отлично. Это отличная физкультура. Чем прекрасен этот спорт, это не только удовольствие, не только прыжки, это еще физподготовка, потому что в горы, видите, здесь высота 1200 метров, соответственно, это все набирается ногами. Вот 3,5 часа ты идешь в гору. Отличное развитие, тренировка выносливости. Когда я начал заниматься этим горным бейсом, мое здоровье очень улучшилось, потому что я похудел, подкачался и отлично себя чувствую. Стал рано вставать. Ну, вообще в Ингушетии отличные линии, отличный город для прыжков, именно потому, что здесь есть интересные линии. То есть есть там гор много разных, с которых прыгают, есть гора, с которой ты просто прыгаешь и летишь от стенки. Просто это такой ничем не отличается от прыжка с самолета. Да, ты оттолкнулся от нее и полетел. А здесь именно интересный рельеф, около которого можно пролететь. То есть пролететь или на какую-то интересную линию, посмотреть на рельеф. Вот, допустим, здесь мы полетели, да, вот прыгнув оттуда, полетели вдоль всей левой стены на большой скорости. Вот. То же самое там, допустим, Цейлам или Мятлам, другие точки, с которых мы прыгали. Вот, например, вот Мятлам — это прыжок в ущелье, когда мы прыгаем в такую вот расщелину. Таких интересных экзитов я нигде не видел даже в Альпах и в Норвегии, хотя много прыгал где по миру. Именно интересно, то есть, что ты прыгаешь в расщелину и летишь внутри расщелины. Такого очень мало. Вот, так что мы очень рады, что вот у нас это здесь. Раньше мы всегда ездили прыгать за границу, там в Альпы, в Италию, Францию, Норвегию, а сейчас у нас есть такие прекрасные горы здесь, которые вот благодаря Глебу Воеводину были открыты, который нашел эти точки, и вот мы с них прыгаем. И, конечно, спасибо большое ингушским властям за то, что они устраивают это мероприятие. Это, по сути, единственный фестиваль горного бейса вообще в России. Цейлам – столовая гора Ний. Помимо этих вершин в Ингушетии есть еще немало точек, с которых можно совершать прыжки бейсджампером. Раньше экстремалам приходилось ездить в другие страны, чтобы получить дозу адреналина. Теперь, когда практически в шаговой доступности есть свои горы, они готовы сюда приезжать каждый год. Ну, драйв всегда присутствует на прыжках, к тому же в горах, таких высоких, красивых, величественных. Ощущения самые положительные, бодрые.
Экзит интересный, гора сложноватая, но когда у тебя есть wingsuit, ты можешь лететь любую линию, которую ты выбираешь, поэтому... В чем заключается ее сложность? Экзит достаточно короткий, под ним есть выступающие полки, то есть нужно хорошо толкнуться и сразу же лететь. Ну, то есть не допускается завала, что значит нельзя просто свалиться вниз с экзита, нужно именно прыгнуть вперед и начать лететь. Ну, на самом деле все летят разными линиями, то есть тут есть несколько линий для полета, вот, соответственно, каждая линия выходит в определенную точку, в которой нужно открыть парашют. Соответственно, кто-то открывает парашют повыше, чтобы было больше высоты, чтобы можно было, ну, то есть в случае какой-то нештатной ситуации более безопасно отработать и приземлиться, кто-то открывается ниже, но это каждый решает сам. Для безопасности важно не прыгать выше своей головы, как бы это банально не звучало, в общем-то, то есть знать свой предел, что ты можешь сделать безопасно для себя и делать это, и не стараться сделать что-то, чего тебе не стоит делать. А для хорошего прыжка? То же самое. Некоторые из гостей и участников фестиваля в Ингушетии впервые, другие уже давно чувствуют себя здесь как дома. Объединяет всех их любовь к экстриму и жажда адреналина. В погоне за красивыми кадрами и головокружительными трюками они готовы поехать куда угодно. В чем прелесть бейсджампинга, это, наверное, надолго рассказ. Вот, потому что занимаюсь этим достаточно давно и до сих пор нравится. При том, что через бейсджампинг, получается, познаешь мир, то есть ездишь в разные места. Вот, наверное, лет 6 назад я первый раз приехал в Ингушетию. И теперь уже каждый год обязательно езжу в Ингушетию. Обычно это бывает осенью. А вот в этот раз ребят пригласили на фестиваль, и я приехал пораньше, летом. А как для вас складываются пока что прыжки для всех ребят, что сюда приехали? Все штатно пока проходит? Слава богу, штатно, да. И вообще, лично мои поездки все здесь проходили штатно, очень хорошо. И принимали всегда хорошо, и природа у вас замечательная. И с погодой в целом обычно везло. Зачем вам это надо? Да нельзя сказать, зачем это надо. Точно так же, не знаю, спросить, зачем орел летает. Вот он летает и летает. Я начал прыгать, мне это нравится, получается, и я прыгаю уже больше 20 лет. Вот. Объяснить почему, сложно. Мне интересно, то есть я путешествую, на самом деле это часть путешествий, часть познания мира, часть познания различных народов. Через БЭС я проехал очень многие страны, познакомился с очень многими людьми. Вместе с тем стоит понимать, что в бейсджампинге не обходится и без травм. Малейшая ошибка может привести к непоправимым последствиям, поэтому каждый свой шаг бейсджамперы старательно планируют. На случай непредвиденных ситуаций, например, если кто-то получит травму, здесь всегда дежурят спасатели. Случаи достаточно редки, признается Ахмед Тачиев, но если что, они всегда наготове. Да, он يرجع حاش بيت حبيقة يحاش لور بيج أغار حم خد دوت جشت بومج أكذا دي نوصل دي الغودي الأوس حد وقت أمشي حاجة سباسة
قاعد زبديتخ هذا كاج قلت يديك حمد دوت زي ظلم دوت يرتقي على جديك خيط شخلرتخ نو ليسلو ديت تنتغ نيس أنا موج كوكك بحالتي أن شلتيها كوكك باش تخي بومش تخدي زي فت تخيل أكيد تخي سرجيني بولنستي حق يتحل ده عليه بولنستي سن أكيد أشيلي إس تشربيرو كتا سبوستيتس غور بومش أكذا دوت إجرا تخيدلج ده غنو غسل هفت يا شيء تخدر فت بير بومش أكذا ديشوز تخدي إجرا حالات قاجر بنت لزي شينيو لزي أزيولوجي بيك ديال أخيتما نو أبز بالتي حمدي يشولج دات بس بومش أكذا دي سلام شو أقل يقي بدرشن سرسا ثانية تخشت أقل يقي ميديسينية لاحتر في لورج بتصلورج ده اللي تصير ده خدي ديج ده بول متك حيوقتن снаряжение حتوج تعطيل شان سك عقل وقت ويزجقول سبول خلات خلبيس دعم دي شو سنة ده ونق أت بال نو تخد عمات وجديد بول باش هنت خبول بير حتى باش بول بات تخش بيزي بيج أو حي تسبر دي ديال أخيتما إنه خلب الأز فقدر يالش نجحسن قال شو زي وصحل أوجبه صلع أوجبه في حاجة شك ناخج لربلري لقيت تسبولري هنا دوق خندت حيالات جغالة جيرج لامج ديرج جونج ديرج هنا أشخرت لربلر دي أجر جاغا هنا شيزرو ميسجا في دال مقلنا تر حديقة خان قص عدين دل حتى قد دال مقلنا بوخ بس حبيبيش دال مقلنا دال برتع بولبي. Горы Ингушетии с годами становятся все более привлекательными не только для обычных туристов, но и для любителей острых ощущений. Наша республика таит в себе еще много неизведанного. С высоты птичьего полета данный факт становится еще очевиднее.